Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 19 марта. Это у нас будет суббота. Мы с вами смотрим все знаки зодиака по очереди. Начинаю я всегда с Овнов. События дня. Что ждет вас 19 марта? Смотрим. Так, покажите мне 19 марта. События дня для Овнов. Суббота. Что будет у Овнов в субботу? Суббота. Смотрим, Овны. Сразу же первое, что вижу, ключик. Да, ключик показывает, что у вас не будет никаких сложностей, не будет никаких трудностей, преград, потому что ключик, я извиняюсь, открывает все двери перед вами. Ага, смотрите, ключик ожидания. Возможно, кого-то или что-то придется подождать. Иногда события проигрываются прям в лоб, да, то есть может быть что-то с ключом. Так, события в доме может быть у вас. События в семье какое-то. Свидание нельзя. Любовь. Ожидание. Может быть, ожидание второй половинки вашей. Ожидание встречи. Исполнение желания. Прекрасное настроение, солнышко. Метла, смотрите, метла может быть ссора, а может быть уборка. Да, то есть еще иногда как уборка проигрывается, наведение порядков. Ну, тут даже если ссора будет, это ссора такая, знаете, несерьезная. Ага, а вот это уже серьезная ссора. Два меча — это конфликт. Может быть, ссора перерастет в конфликт, понимаете? Поэтому тут вот, если вы будете видеть, да, что что-то назревает, может быть, лучше как-то прекратить спорить, прекратить разговаривать, чтобы не довести все это до мечей. Новость вы получите еще в этот день, какую-то информацию. Так, а теперь проверяем строго горизонтали и строго вертикали. Смотрим сначала горизонтали. Горизонтали нет совпадений, вертикали. Нет, 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 нет. Ну, я не вижу совпадений. Получается, у вас ключ, да, который говорит о том, что все в ваших руках в этот день. У вас может быть ожидание, любовь, событие в доме, да, какое-то, исполнение желания, прекрасное настроение, получение новости, да, то есть и из минуса выпадает небольшая ссора, которая может перерасти в конфликт. Так что вот для вас тут единственное предостережение, да, это не вступать в конфликт ни с кем в этот день. Благодарю вас за внимание. Овны, перехожу я к тельцам. Меняем знак, смотрим. Тельцы, что у вас? 19 марта. Марта, суббота, события для тельцов. Покажите мне. События для тельцов.
Смотрите, первое, что у вас выпадает, свидание может быть. Свидание, встреча. Какой-то нерешенный вопрос может быть в этот день. Верность, гармоничные отношения со второй половинкой. Тут у вас, видите, свидание, верность. В личной жизни все будет прекрасно. Разлука. Ожидание. Может быть, в зале ожидания с чемоданом. Так, смотрите, здесь могли быть ножницы, да, но я увидела первую верность. Поэтому, если вы увидели ножницы, значит, у вас решится вопрос, да. То есть, скорее всего, вот это нерешенное дело решится. Но я увидела первую верность. Поэтому у большинства, скорее всего, тельцов проиграется все-таки верность. Так, есть какие-то колебания, сомнения. Время. Ожидание, время. Вам что-то, скорее всего, наверное, вы или вы кого-то будете провожать, или вы куда-то можете уезжать, и вам нужно будет ориентироваться на время в течение дня. Может быть, свидание на определенное время. Время всегда показывает, да, смотрите, застолье. Застолье будет связано со временем. А застолье это может быть как раз свидание. Так. Получение какого-то приглашения, документа, письма, бумаги. Да, то есть письмо показывает бумагу. Вы получаете какую-то бумагу в этот день. Здесь нет, теперь смотрим вертикали. Здесь нет, здесь нет. Якорь нельзя. И здесь нет. Значит, у вас получается событий очень много. Называю по очереди. Свидание, нерешенный вопрос, гармоничные отношения в паре, расставание, разлука, ожидание. Будете ориентироваться на время в течение дня, да, то есть куда-то нужно будет на определенное время приехать, прийти. Но я думаю, что, скорее всего, это будет вот эта встреча, да, застолье. Колебания, сомнения. Вот колебания, сомнения показывают время. Будете думать, успею, не успею, успею, не успею. И еще получение конверта. Вы можете получить какой-то вот документ, справку, бумагу, деньги, да, то есть получение чего-то бумажного. Иногда еще получение посылки проигрывается. Но я думаю, что это вы что-то вот на вот этом свидании получите, на этом застолье. Вот такая информация у меня для вас, тельцы. Благодарю вас за внимание. Дальше перехожу к близнецам. Сейчас посмотрим, что у близнецов будет в субботу. Близнецы. Смотрим. 19 марта. Суббота. События для близнецов. События для близнецов. 19 марта. Суббота. Первое. Исполнение желания у вас, близнецы. Какое-то желание ваше исполнится в этот день. Так, казенный дом. Это посещение госучреждения.
Ну, имеется в виду, смотрите, выходной это вполне может быть, допустим, там вы идете в театр, на балет, не знаю, то есть какой-то вот культурная программа какая-то у вас может быть. Либо с ребенком можно, допустим, на какие-то кружки, да, идти в какое-то госучреждение, или где-то, может быть, соревнования какое-то в каком-то госучреждении. Получение документа, получение справки, бумаги, посылки. Скорее всего, наверное, выходной это может быть посылка. Колебания, сомнения. Вот, может быть, вы даже будете сомневаться, получится или нет. Да, получить получится. События в доме. Какой-то праздник. Так, смотрим теперь периметр. Сразу же 2 сердца, любовь, да, показывает, что у вас в личной жизни все прекрасно. Встреча второй половинки. Если у вас нет пока отношений, это может быть знакомство. Дорогу нельзя. Здесь нет. Теперь смотрим. Здесь нет, 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 нет. Ожидание. Состояние ожидания. Получается, смотрите, что у вас выпадает. Исполнение желания в этот день, посещение госучреждения, события в доме. Например, события свадьба, да, ЗАГС, любовь. Получается, события, получение какой-то справки, бумаги, документа, посылки, колебания, сомнения, любовь и ожидание. Может быть, ожидание, да, вот этого получения. Так тоже может быть. В общем, вот такая у меня для вас информация. Ну, я думаю, что вам уже будет понятнее, да, то есть я вам назвала ключевые понятия, да, этих событий, а вы уже для себя поймете, потому что они у каждого проигрываются по-своему. Так, благодарю за внимание. Еще раз перехожу к ракам. Будем смотреть, что у раков. Так, раки. События для раков. 19 марта. 19 марта. Суббота. Покажите мне, пожалуйста, события для раков. Угу. Казенный дом, госучреждение. Ожидание. Например, это может быть больница, да, то есть и вы там ждете. Ну, это, в принципе, все что угодно, конечно, может быть. Неприятность также может быть в этот день у вас какая-то. В этой колоде я не могу сказать, это вы будете виноваты, да, или это как-то обстоятельства так сложатся. Поэтому будьте на всякий случай, да, максимально внимательны.
в своих действиях, тогда, возможно, вам удастся избежать этой неприятности, да, потому что иногда неприятности — это наши же ошибки. Мы за своей какой-то там невнимательности, халатности, да, допускаем какие-то оплошности и получаем неприятности. Деловая встреча. Победа, смотрите, есть результат, есть какие-то достижения у вас в этот день. Ножницы нельзя. Смотрим периметр. Горизонтали нет, теперь вертикали проверяем. Корона. Корона — это встреча с представителем закона власти. Смотрите, вот этот человек объявит вас победителем, да, то есть либо этот человек принесет вам какой-то результат. Скорее всего, это будет где-то в казенном доме. Может, у вас какие-то соревнования в этот день, да, то есть победа. Победу получает человек, когда с кем-то состязается, соревнуется. Так. Угу. Больше не вижу совпадений. Получается, у вас посещение какого-то госучреждения, у вас будет ожидание, да, возможно, ожидание результатов. А потом показывает, что победа за вами, да, результат в вашу пользу. Встреча с представителем закона власти, деловая встреча и вот какая-то еще неприятность может быть. То есть вам нужно быть осторожными в этот день со своими действиями. Да, то есть стараться себя перепроверять, контролировать, чтобы избежать вот этой неприятности. Благодарю вас за внимание, раки. Перехожу ко львам. Смотрим сейчас левушек, что там у львов будет. Так, львы, 19 марта. Так, львы, 19 марта, суббота, события дня. Покажите мне, пожалуйста, что будет у львов 19 марта. Бабочка — это деловые отношения, деловое общение с кем-то. Угу, что-то у вас тут события не хотят выпадать. Угу. Да, есть солнышко еще. Это отличное настроение. У вас прям настоящий выходной получается. Ага, вот змея еще есть. Змея — это, скажем так, человек, который к вам не очень хорошо относится. То есть человек, который может вам как-то съязвить, сказать какое-то неприятное слово. Да? Ну, змея в окружении. Так, горизонтали не вижу совпадений, вертикали смотрим. Здесь тайное свидание есть. Какая-то тайная встреча может быть.
Тайное свидание. Здесь нет совпадений. Нет, нет, нет. И нет совпадений. Получается, у вас 4 события. Первое. Это деловое общение с кем-то будет. Возможно, вот это деловое общение будет как раз со змеей. Может быть, это кто-то из ваших, допустим, коллег по работе, сотрудников, да, то есть вот показывает, что есть такая змея. Человек, который может вас всячески как-то в этот день ужалить, задеть, да, то есть сделать вам неприятно. Затем показывает у вас тайное свидание, тайную встречу и прекрасное настроение. Да? То есть я так понимаю, что после этой встречи у вас настроение будет замечательное. Ну, вот такой день у вас, львы. Настоящий выходной, да, практически событий, видите, мало. Одно общение, да, и одно какое-то свидание. Благодарю вас за внимание. Перехожу к девам. Сейчас будем смотреть, что у дев. Так, девы. Смотрим. 19 марта, суббота. События для дев. Покажите мне. 19 марта, суббота. Угу. Первое, что у вас выпадает, ожидание. Да, с утра в субботу будет какое-то ожидание. Деловое общение, может быть ожидание вот этого общения, да, то есть вам надо с кем-то поговорить, и вы будете ждать этого разговора. Якорь может показывать, что вы что-то заканчиваете, да, ставите точку. Либо еще якорь – это остановка, когда человек фиксируется в каком-то месте и проводит много времени в одном месте. Победа, результат. Будет какой-то результат у вас. Угу. Так, и смотрим периметр по горизонтали и по вертикали. Сначала горизонтали проверяем, что здесь у нас. Есть шарики, это отличные новости, да, то есть очень радостные будут для вас какие-то новости, может быть, о победе. Так, здесь нет. Теперь смотрим вертикали. Нет, нет, нет. Интимная связь. Да, и последнее событие, интимная связь в субботу. Получается, у вас первое – это ожидание какого-то общения, разговора. Вы потом получаете хорошие новости о каком-то результате, о победе, о достижении. Может быть, что-то заканчиваете или где-то фиксируетесь. И еще вот последним событием выпадает интимная связь. Ну, кому это актуально, да, то есть у кого это может быть. Так что, девы, вот такая у меня для вас информация на субботу. Благодарю вас за внимание. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Если вам нужна вторая часть, как вам ее найти? Под этим видео в описании будет ссылочка на вторую часть. Да? То есть вы просто прокручиваете вниз, нажимаете на ссылку и переходите. Если вы не можете найти ее, да, по какой-то причине, значит, вы мне можете написать в комментарии еще. Да, то есть второй вариант. Напишите в комментарии, я вам ее оставлю. Или заходите на канал. Да, то есть если вы заходите на канал Таро Дома, и там все видео выкладываются в обратном порядке. То есть вот эти видео, они будут одни из первых, вы сразу увидите. Вот такая информация у меня для вас. Жду вас во второй части.